Сәлеметсіздерме, менің құрметті достар. Мен бар Контратак, жаңа Контратак ТВ. Мен қараймын хабар, жаңалықтар хабар 24. Мен өткен бейне Қуат Ахметовтың көрдім. Және менің пікірімін айтқым келеді. Сайлау. Вот, я посмотрел, значит, последнее видео Куата Ахметова. Куат уже, 3 видео посвятил вот этой теме Сайлау, выборы в Казахстане, Сайлау Казахстанда. Вот, и я хочу высказать мое мнение по этому поводу. Я, значит, прокомментировал видео Куата Ахметова, написал пару комментариев, то, что я об этом думаю, как вам сказать, то, что я об этом знаю от людей, которых я знаю, которые непосредственно живут в Казахстане. То, что я вижу в новостях, Хабар 24, и вот это все хочу совместить в одной мысли. Вот. Я написал, значит, под видео Куата Ахметова пару комментариев, и там на меня напали какие-то непонятные хейтеры, какие-то кремлеботы. Непонятно, такое ощущение, как будто это действительно люди, которые просто работают с клавиатурой, и они не признают ничье мнение, а просто работают. Работают, да, вот как-то так, зарабатывают деньги, наверное, да, вот, работая на клавиатуре. И, значит, они мне что-то там, типа, Куату, типа, лайки ставишь, что-то, типа, значит, Куату, типа, я вот ставлю лайки. Я ставлю лайки Куату, конечно, потому что я с ним согласен. Поэтому я ставлю лайки, это естественно. Но я не кремлебот, я обычный человек, который живет в Германии. Вот, как-то так. И, значит, одна мысль, которая мне стала понятна от многих комментаторов, я как понял, там 2-3 комментатора, которые постоянно работают, они одно и то же говорят, одно и то же пишут мне. Типа, что ты умничаешь, ты живешь в Германии. Если бы ты жил в Казахстане, то ты бы по-другому бы на все это смотрел. Хорошо, ребятки, хорошо. Но я-то общаюсь с людьми, которые живут непосредственно в Казахстане. Люди, которые мне пишут комментарии, которые непосредственно живут в Казахстане. Куат Ахметов, да, он какое-то время не проживает в Казахстане, а в другой стране, и мы все знаем почему. Потому что Куат в изгнании, потому что на Куата шили статью из ничего. И он просто в изгнании, в самом настоящем изгнании. Потому что Куат понимает, если бы он продолжал жить в Казахстане, то там, возможно, бы и уголовная, там уже уголовная статья, которая на него сшита. Вы все понимаете, да, последствия всего этого. Поэтому Куат правильно сделал, что он на время покинул Казахстан. И он болеет сердцем и душой за свою страну, за Казахстан. И, естественно, он, как свободный человек, выражает свое мнение. Так вот, о мнениях, ребята. Казахстан – это официально демократическая страна. А в официально демократической стране каждый человек имеет свое мнение. Но, когда вот эти вот пишут комментаторы, такое ощущение, что действительно в стране все должны думать одинаково. А как так, ребята? Сколько людей, столько мнений, люди думают по-разному. Представьте себе, как может подняться уровень экономики в стране, если все действительно как роботы. Как роботы, и думают все одинаково. Страна никогда не поднимется, если все так будут думать. В стране всегда разные мнения, разные люди. И страна поэтому поднимается, экономика поднимается, все поднимается. Потому что каждый, допустим, подкидывает свою мысль, да, каждый думает по-своему. Вот я, допустим, изучаю по-немецки Vektorstromtechnik, да, я изучаю технику по все, что относится о электротехнике, да, наука электротехники. Ребята, вот я, допустим, там читаю профессор такой-то, да, там Никола Тесла, профессор такой-то, профессор, который разработал генератор, который разработал электрический двигатель. Ребята,
эти люди имели разные мысли, разные мнения. И все вместе это привело к чему? К разработкам новых технологий, и действительно чему-то новому, да. У нас сейчас телефоны есть, да, вот эти смартфоны, новые там телевизоры, там электрические двигателя, там автомобили с электродвигателями, да, там беспилотники, да. Этого бы ничего бы не было, если бы действительно люди были бы как роботы. Раз-два, 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 да. Но люди все разные. Поэтому, когда вот такие вот, кто они там, кремлеботы, не знаю, пишут под комментариями, под роликами Куата Ахметова, у меня складывается такое ощущение, что это либо это какие-то ура-ватные патриоты, Мактабастар, либо это действительно просто какие-то люди, работающие с тастатурой, клавиатурой, которые хотят навязать свое какое-то мнение. Но свое мнение навязывать мне не надо. Свое мнение Куату Ахметову навязывать не надо. Пану Василю тоже не нужно навязывать мнение. Мы свободные люди. Мы демократы, мы свободные люди. И у нас у всех разные мысли и разные мнения. Так что кто там, кремлеботы, там можете стараться сколько хотите, но вы нас не поменяете, вы нам рты не закроете. Как-то так. И я надеюсь, что все-таки в скором будущем Куат Ахметов все-таки вернется назад в Казахстан. Свободным человеком. Слава Богу, здар.